Бейбулат Таймиев поступает на службу в царскую армию. Чуть ранее, 6 сентября 1807 года, он и его товарищ Чулик Кендергеев во исполнение решения схода чеченских старейшин 104 селений, который принял решение прекратить сопротивление, выезжает во Владикавказ для переговоров с властями. В ходе переговоров Таймиеву командованием предлагается перейти на царскую службу. По завершении переговоров Таймиев объявляет о прекращении сопротивления и уже к ноябрю этого же года поступает на царскую службу. В конце ноября этого же года Таймиев получает вызов в Тифлис на собеседование с генералом Гудовичем, который с удовлетворением одобрил переход лидера чеченских общин на службу. Однако в действующих частях Таймиев пробыл недолго. Не согласно с действиями царских чиновников в отношении туземного населения, уже в январе 1808 года он уходит из армии и возвращается в горы. В конце ноября 1865 года, зная, что Шамиль уже не молод и калужский климат не лучшим образом сказывается на его здоровье, император Александр II решает выбрать для него более подходящее место, каковым и стал Киев. 25 ноября 1868 года Шамиля по его личной просьбе переводит с семьей из Калуги в Киев. Сохранились письма Шамиля, среди которых есть и письмо о пребывании в Киеве. «Я благополучно прибыл в Киев и расположился с семейством в доме, приготовленном для меня от правительства. Город я нашел одним из лучших городов, которые мне приходилось видеть в Российской империи, как по хорошему климату, так и по красивому гористому месторасположению, которое напоминает мне родину, где я родился и вырос», пишет Шамиль. Тем не менее, уже в 1870 году Александр II разрешает Шамилю выехать в Мекку, где он и скончался в марте, по другим сведениям в феврале 1871 года. Похоронен в Медине, ныне Саудовская Аравия. В начале ноября 1905 года Временный военный суд маньчжурской армии в городе Мукдени осудил 13 всадников, восставших чеченской и кабардинской сотен, как зачинщиков восстания. Само восстание вспыхнуло 13 октября того же года в Терско-Кубанском конном полку. В официальных документах оно было заявлено как восстание с целью нарушить долг службы. Суть инцидента в том, что чеченская и кабардинская сотни Терско-Кубанского полка отказались повиноваться командованию и выполнить приказ командира полка о выступлении в поход на неприятеля. Отказ от подчинения горцы объяснили тем, что между ними ходили слухи о том, что по истечении 6 месяцев службы они должны быть распущены, и что якобы об этом получена телеграмма от самого царя. Тем не менее, в ходе судебных слушаний командир чеченской сотни Паша Тасмахилов и кабардинский Залим Гирей Кирефов были приговорены к смертной казни через расстрел. В рамках борьбы с обречеством и Зелимхановщиной в начале ноября 1911 года из Чечни и Ингушетии репрессированы и высланы представители высшего духовенства Сугаиб Гайсумов, Баматгирей Митаев, Абдул-Азиз Шаптукаев, Батал-Хаджи Билхароев, Кана-Хаджи, Чим-Мирза и Мулла Магома. Известно, что внешне оставаясь лояльными к царской администрации, духовенство действительно поддерживало движение обречества, которое имело массовую поддержку среди горцев и отражало недовольство народов Северного Кавказа действиями царской администрации. 20 апреля 1912 года губернатор Калужской губернии уведомляет департамент полиции, что Баматгирей Хаджи Митаев, Батал Хаджи Билхароев, Кана Хаджи, Абдул-Азиз Шаптукаев, Магомед Хаджи Назиров прибыли в Калужскую губернию. 30 ноября 1922 года из состава Горской АССР как самостоятельная единица выделяется Чеченская автономная область. Горская автономная Советская Социалистическая Республика была образована чуть ранее, в январе 1921 года. В ее состав тогда вошли наряду с Чечней и Ингушетией Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Горская АССР была ликвидирована 7 ноября 1924 года. 15 января 1934 года Чечня и Ингушетия были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, которая уже 5 декабря 1936 года была преобразована в Чечено-Ингушскую автономную Советскую Социалистическую Республику, которая просуществовала вплоть до депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года. ЧССР была восстановлена после смерти вождя всех времен и народов Иосифа Сталина и политической реабилитации этих народов в конце 50-х годов. В ноябре 1928 года приказом Государственного объединения Грозненской нефтяной и газовой промышленности «Грозннефть» создается Грозненский нефтяной научно-исследовательский институт Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Советского Союза.
Институт имел славную историю и занимался изучением физико-химического свойства нефтепродуктов, проводил научно-исследовательские работы в области геологии, нефти, нефтеразведки, глубокого бурения, создавал новые и усовершенствовал существующие методы и аппараты переработки, разрабатывал показатели для проектирования новых нефтеперерабатывающих заводов. В сентябре 1978 года институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В свое время в институте работали лауреаты Государственной премии СССР Америк, Аркина, Лаврентьев. В ноябре 1928 года в Грозном состоялся первый концерт Грозненского симфонического оркестра. У истоков создания оркестра в разное время стояли тогда еще молодые и талантливые музыканты, приехавшие в республику из разных консерваторий страны. Это композиторы Халепский, Ашкенази, Бронштейн, дирижеры Машкевич, Карапетян, народный артист Советского Союза и Украины, Раевский и другие. В свое время Чечено-Ингушский симфонический оркестр стоял в ряду лучших оркестров страны. Он выезжал на гастроли в соседние братские республики и пропагандировал войнавское национальное искусство. В исполнении оркестра звучали сочинения советских, зарубежных и местных авторов, произведения из вокально-симфонического цикла из чечено-ингушской народной поэзии Шахбулатова в свое время исполняли известные солисты Сенчина, Кобзон и Симонова. 5 ноября 1932 года в Грозном состоялся пуск первой трамвайной линии. Это событие было приурочено к 15-й годовщине Октябрьской революции. К 1960 годам в Грозном сформировалась довольно обширная трамвайная сеть, охватывающая все основные промышленные объекты города. И трамвай стал основным транспортом для перевозки рабочих с нефтеперерабатывающего завода. Проблемы грозненского трамвая начались в 1991 году. Работники электротранспорта, не получавшие заработную плату, несколько раз устраивали митинги. Интервалы на маршрутах росли, сбои в работе трамвая происходили все чаще. Воровство трамвайного имущества стало нормой для города. Тем не менее, трамвай продолжал работать до 1994 года включительно. Военные действия в 1994-1995 годах окончательно похоронили трамвайное движение в городе. После интенсивных военных действий трамвайное депо оказалось полностью разрушенным. В ноябре 1935 года заработал Грозненский театр кукол. 30 ноября 1935 года впервые афиша пригласила на спектакль не взрослых, а детей. Первым кукольным спектаклем театра стала постановка сказки «Волшебные галоши». Этот день и считается днем рождения театра. Свое первое здание, хоть и совсем небольшое, театр получил сразу же после Великой Отечественной войны в 1946 году. И куклы сразу же порадовали детей в сказке «Девочка и медведь». В 1957 году в театре приступила к работе и чеченская труппа. В ней состоялись такие актеры, как Алиева, Ташухаджиева, Закриев, Албастов. Режиссерами-кукольниками стали Билал Саидов, Харон Батукаев и Хасан Шаипов. Вскоре у театра появились и свои национальные авторы. Одной из первых таких постановок стала сказка Хамидова «Сизокрылый голубь». Военные действия 90-х годов лишили театр здания, коллекции кукол. Ну а дух театра жив до сих пор.